Слово для выступления предоставляется представителю Генеральной прокуратуры Шукурбекову Азбеку Шариповичу. Пожалуйста. Спасибо. Уважаемый председательствующий, уважаемые члены судебной коллегии, я как представитель правоприменительного органа хотел бы высказать позицию Генеральной прокуратуры по каждому доводу, указанному в обращении, являющемуся сегодня предметом судебного рассмотрения. Изучив доводы обращающейся стороны, считаем их необоснованными и не соответствующими действительности по следующим основаниям. Согласно комментарию к Уголовному кодексу, как отметил предшествующий выступающий, под неправосудным приговором понимается любой судебный акт, который вынесен не в соответствии с обстоятельствами дела и тем самым противоречит требованиям материального или процессуального закона, то есть несоответствие приговора полученным доказательствам, неправильная мера наказания, неверный отказ или, напротив, удовлетворение искового требования, неправильное определение суммы, подлежащей взысканию и другое. Да, действительно, в нормативном акте четкого понятия именно слову неправосудный нету, но комментарий является неотъемлемой частью к Уголовному кодексу. Уголовный кодекс предусматривает именно ответственность за вынесение неправосудного решения или судебного акта. Таким образом, доводы обращающейся стороны о том, что нигде, ни в одном из нормативных правовых актов нет разъяснения содержанию термина «неправосудный», мы считаем, что этот довод не соответствует действительности. Также необоснованы доводы и о том, что при рассмотрении вопроса о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности судей по статье 328 Уголовного кодекса Кыргызской Республики Советом судей Кыргызской Республики дается якобы оценка законности и обоснованности судебного акта. Мы в этой части также не согласны, так как решение о возбуждении уголовного дела в отношении судьи именно по этой статье, по оспариваемой статье, по 328, принимается органами прокуратуры только при наличии вступившего в силу решения вышестоящего суда об отмене неправосудного судебного акта. То есть Совет судей при рассмотрении вопроса о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности того или иного судьи не дает оценку о законности и обоснованности судебного акта. С субъективной стороны данное преступление характеризуется прямым умыслом, и сам факт вынесения неправосудного решения не является достаточным основанием для привлечения к уголовной ответственности. В ходе расследования уголовных дел данной категории должны быть собраны веские доказательства о том, что судья при принятии своего решения заведомо знал о его неправосудности, о чем могут свидетельствовать различные обстоятельства, такие как корость, месть или иная личная заинтересованность. Представитель обращающейся стороны в своем выступлении сегодня заметил и настаивал на том, что данная статья Уголовного кодекса является как бы угрозой, так сказать, угрозой независимости судей при принятии решений. Мы также не согласны с этим доводом, так как сам факт вынесения неправосудного решения не может быть основанием для возбуждения уголовного дела. Я еще раз хотел бы подчеркнуть, что при рассмотрении вопроса о возбуждении уголовного дела, а также при расследовании уголовных дел данной категории, основной задачей следственных органов является сбор доказательств о заведомости и собираются и учитываются все обстоятельства, которые способствовали принятию данного неправосудного решения. Да, ни органы прокуратуры,
ни другие следственные органы не могут и не вправе комментировать и давать оценку любому судебному решению. Мы согласны с этим. Но, как указано в диспозиции данной статьи, а именно вынесение заведомо неправосудного решения, то есть судья, обладая определенными навыками, определенной квалификацией для принятия, для рассмотрения того или иного либо гражданского, либо уголовного дела, должен по своему внутреннему убеждению принять законное, обоснованное и правосудное решение по тому или иному вопросу. И лишь в случае обнаружения признаков заведомости вынесения неправосудного решения встает перед органами прокуратуры и органами следствия встает вопрос о привлечении данного судьи к уголовной ответственности именно по статье 328 Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Также я еще раз хочу не согласиться с доводами обращающейся стороны о том, что любой судья в течение определенного времени, как выразился представитель обращающей стороны, боится, что в какой-то момент в отношении него возбудят уголовное дело. Во-первых, судья в случае вынесения обоснованных и законных решений не должен никого и ничего бояться. Во-вторых, я еще раз хочу повториться, неправосудность не является, лишь одна неправосудность сама по себе не является основанием для возбуждения уголовного дела. Поэтому наряду с предъявлением обвинения в вынесении заведомо неправосудного решения в большинстве случаев, как показал анализ вообще возбуждения уголовных дел, практика расследования и направления уголовных дел в суд, при предъявлении обвинения по данной статье, а именно по 328, органами следствия также предъявляются и сопутствующие статьи, а именно злоупотребление служебным положением при рассмотрении материалов либо уголовных дел, либо превышение предусмотренных законом полномочий. Также, как представитель правоприменительного органа, я бы хотел привести краткий анализ, цифровой анализ за период с 2010 по 2015 год. Органами прокуратуры было возбуждено всего 23 уголовных дела по статье 328, из числа которых по 7 делам следствие было приостановлено, из числа которых по 7 делам следствие было приостановлено в связи с отказом дачи согласия Советом судей на привлечение к уголовной ответственности. 6 уголовных дел было прекращено производством. 10 уголовных дел были окончены расследованием и направлены в суд. Из числа направленных в суд лишь по одному уголовному делу был вынесен обвинительный приговор, вступивший в силу. 2 уголовных дела были прекращены в связи со смертью, в частности, судьи Исманова. Остальные 7 дел по состоянию на момент анализа были на стадии рассмотрения. То есть статистика показывает, что с момента принятия данной нормы, введения данной нормы за 5 лет с момента заанализируемый период единичные случаи привлечения именно по данной статье судей любого ранга. В основном судьи привлекаются за получение взятки, за вымогательство взятки, то есть к уголовной ответственности привлекаются не за вынесение какого-то судебного акта,
а в связи с исполнением своих служебных обязанностей и злоупотребления своим служебным положением при отправлении правосудия. На основании вышеизложенного мы полагаем, что доводы обращающей стороны о несоответствии статьи 328 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, части 1 статьи 40, части 1 статьи 93, частям 1 и 3 статьи 94 Конституции Кыргызской Республики не являются необоснованными. В этой связи они подлежат оставлению без удовлетворения. Ну, все. У вас все? Спасибо.